Его обожествляют. Он дарует тепло и пищу. Он же уничтожает все вокруг. Огонь. Безудержная стихия, очищающая от всего старого и дурного. Мощная сила, зарождающая новое и доброе. В нем пламенеют очертания прошлого и искрятся силуэты грядущего. Самый длинный день в году. Городской парк. По аллее спешат люди в народных костюмах. На площадке у залива уже началось торжество. Со сцены звучат официальные приветствия, разливаются песни. Юханнус – праздник ингерманландских финнов. Ежегодно собирает и беззаботную молодежь, и тех, кто помнит, как жилось их семьям полвека назад, и сколько пожарищ удалось погасить, чтобы заполыхал мирный огонь Юханнуса. Ингерманландские финны появились на берегах Невы, южном береге Финского залива, уже начиная с конца XVI века и в основном в XVII веке. В это время эта территория входила в состав Шведского королевства и называлась провинция Ингерманландия. До 20 века выделялись две этнографические группы ингерманландских финнов – Эуремёйсит и Савакот. Первые – выходцы с западной части Карельского перешейка, Савакот из восточно-финской земли Саво. Определить, кто Эуремёйсит, а кто Савакот, помогает одежда, причем женская. Мужской костюм у обеих этнографических групп был схожим. Женщины Савакот на рубаху надевали безрукавный лиф или кофту, часто клетчатую. Юбку носили на талии. Женщины Эуремёйсит поверх рубахи носили одежду типа юбки с лифом. Верхняя часть юбки доходила до подмышек. Сегодня бы такую одежду назвали сарафаном. Поверх юбки надевали передник. С конца XIX века на смену высокой юбки женщин Эуремёйсит пришла обычная. У замужних женщин Савакот распространен головной убор – белый чепец. А у Эуремёйсит – кружок хунту. Отличия костюмных комплексов этих этнографических групп со временем стираются. Но и сейчас на праздниках красуются ингерманландские модницы разных территорий Ленинградской области. Нина Андреевна, уроженка Волосовского района, прихода-купаница. Ныне живет в Гатчине, изучает историю своей малой родины и собирает предметы старины. Очень много изделий изготовлены из бересты. Из этого природного материала в свое время делали различные короба, плели лапти, в которые обувались. А обувь кожаная была тоже у некоторых более зажиточных крестьян, но ее берегли и одевали только на праздники. Перед выходом на гуляние местные щеголи доставали сапожный ящик, значимо ставили на него ногу и начищали ботинок до блеска. В коллекции Нины Андреевны старинная кофемолка. Праздничные дни не обходились без любимого финнами напитка. Варили его не только из дорогих заморских зерен. В ход шел молотый корень цикория или прожаренные зерна ржи. И в будни, и в праздники у финнов всегда в почете традиционные блюда. Овсяный кисель раньше готовили из овса. Сегодня используют полуфабрикат – овсяные хлопья. Их заранее замачивают, добавляют корочку ржаного хлеба для закваски. Затем отжимают. Полученную жидкость подсаливают и варят, помешивая. Ели по-всякому. Например, кто-то его резал кусочками, поливал растительным маслом. Некоторые иногда и так ели. Иногда делали в серединочке углубленицы, туда наливали масло. И так по краешку, все время прихватывая это масло, брали этот кисель.
Я знаю людей, которые варят иногда, и даже не иногда, а даже часто кисель овсяный дома. И даже говорят, я сегодня кисель сварила овсяный, приходите на кисель. В обжаренную на сковороде муку добавляют молоко. Так готовится подлива велли. Отлично идет с картошкой. Velli on valmis, kartuli on valmis. Для взрослых такие блюда – воспоминания о далеком детстве. Для молодых – деликатес, который непременно нужно попробовать. В последние годы финские празднества не обходятся без веселого состязания – метания сапога. В нем участвуют и взрослые, и ребятня. О происхождении этой забавы ходят легенды и байки. Жили-были муж и жена, часто ругались. Однажды жена выгнала мужа из дома. И она, чтобы насолить ему, вслед еще и бросила его сапоги. И вот один из сапог перелетел вот через такой залив, на берегу которого я сейчас сижу. И вот все, кто пытался повторить вот этот результат, никто не смог. И вот до сих пор метают эти резиновые сапоги, стараясь повторить этот результат, но не могут. Согласно более прозаичному объяснению, сельчане, отдыхая у костра после работы или сбора ягод и грибов, снимали сапоги и, забавы ради, соревновались, кто дальше кинет свою трудовую обувку. Так развлечение переросло в спорт. 13 стран объединяет единая международная федерация. Каждый год проводятся чемпионаты мира, кубки, этапы Кубка мира. Всякое торжество сопровождает музыка и танцы. Старожил Всеволожского района Иван Яковлевич разменял 9-й десяток. Дедушка любит вспомнить, как еще в довоенные времена его односельчане гуляли на Юханусе. У деревне, я помню, что перед войной Лубиность, так там нас пели по-фински, пели и играли гармошку. Я потом, тогда еще не играл ничего, но только поминаю только. И там танцевали эту рёнечку, танцевали нас, так это самый любимый танц, можно говорить. Рёнтюшки исполнялись под гармошку, а чаще под припевки. Рёнтюшки исполняются под язык, сочетая припевки короткие со смыслом. И между ними такие строятся рефрены, которые не несут в себе никакого смысла. Лилия лайля, ралия, лялинтула. И служат таким образом сопровождением к своему танцу. Другой вид танца – перелейки. Хороводы, которые водили по кругу. А на припевных словах танцевали между собой. И, конечно, было множество песен, которые исполнялись сами по себе, без танцев, на праздниках, посиделках, за работой. Сегодня в репертуаре ансамбля «Рёнтюшки» музыкальный фольклор ингерманландских финнов Всеволожского района Ленинградской области. 40 лет назад очередной Юханус посетила карельский фольклорист и этнохореограф Виола Мальми. На этом празднике и сложилась идея для того, чтобы ансамбль сформировался, и уже деревенские гуляния превратились в такой систематичный, планомерный процесс. Так родились рёнтюшки. С тех пор они активные участницы фестивалей, празднеств и народных гуляний. В свободное от репетиции и выступлений время артистки не скучают. Лилия Давыдовна помнит, как мама ткала половики. Сначала сновала нити, готовила основу для ткания, заправляла ее в станок.
Этот станок еще в 50-е годы сделал отец. И сделал этот стульчик для дочери, маленькой Лили. Теперь уже взрослая Лилия повторяет мастерство мамы. Minun äiti kutoo, mie kuon. En tiedä, kävyt minun lapset kutomaan vai ei. Множество нитей, событий, забот и душевных связей образуют ткань жизни. Это полотно ткется столетиями. Место за станком старшие передают младшим, опытные – юным. Но превратности судьбы подчас обрывают даже самые крепкие нити. Уже более 4 столетий история ингерманландских финнов – это и история российского государства. А страницы этой общей истории и счастливые, и трагичные. Хозяйственные и домовитые ингерманландские финны всегда жили не бедно, даже зажиточно. Оттого в 30-е годы XX века немало семей пострадало от раскулачивания. С началом Великой Отечественной войны тысячи ингерманландцев были переселены в самые дальние уголки России. Многих довозили, кого-то до Омска, большинство до Красноярска, а потом сплавляли по рекам. Самые северные, где я знаю, одна девочка в 6 лет оказалась, родители умерли одна, на острове Трофимовск в море Лаптевых из блокадного Ленинграда. Участница ансамбля «Рентюшки» Импи Эйновна детские годы провела на чужбине. Началась война, и нам пришлось выехать с нашего места. Нас эвакуировали в 1942 году. Попали мы жить в Красноярский край, Ширинский район, рудник Коммунар. Там мы жили недалеко около речки и около шахты, где добывали каменную руду. Вернуться на родину в деревню Карапсельки им не разрешили. Семья поехала в Карелию, где в леспромхозах не хватало рабочей силы, а затем дальше, на север. Наверное, каждый, кого бы здесь ни спросили, поведал бы похожие истории. Время было военное, оно никого не щадило, разделяя семьи и навсегда отрывая людей от родного дома. Что помогло в трудные минуты? Что сохранило, что спасло народ? Вот на пенет версикирьет. Вот версикирья, вот это верши, вот молитвенники по-русски. Ну, все бабушки, все пожилые, у каждого была свой. Ингерманландские финны – лютеране. Первый приход здесь был открыт в 1610-х годах. С этого времени берет начало Евангелистская лютеранская церковь Ингрии. Финны всегда были крепки в вере. В места высылок разрешалось брать с собой немного вещей. И непременно в дорожном багаже находилось место для священного писания. Сложно представить, сколько сердец укрепил этот молитвенник 1900 года из коллекции Нины Эрте. В самом центре Санкт-Петербурга, близ Невского проспекта на Большой Конюшиной, церковь Святой Марии. По воскресеньям здесь проходят богослужения. На богослужения, которые проводятся на финском языке, собираются те люди, которые еще не утратили знания финского языка, и финский язык им близок, но те, кто не говорят на финском языке, для них мы проводим богослужения на русском языке, чтобы они слышали Слово Божье, чтобы они укреплялись в вере. И таких людей немало. В конце 30-х годов прекратилось преподавание на финском языке, и несколько поколений ингерманландских финнов выросло, не зная родного языка. Мама мне почти ничего не пела. Вот она бы как раз сейчас была очень довольна, услышав то, что я пою там или разговариваю. Ей было бы это очень приятно. Она тогда боялась так со мной вообще даже разговаривать. Сохранение финского языка
Одно из направлений работы Ингерманландского союза – Инкеринлиито. Мы начали создавать курсы для взрослых, для детей, в основном для взрослых, потому что это вечерние курсы. Это одно направление. Подготовить кадры. 12 лет мы готовили кадры. Выходят книги и периодика, изучается язык, восстанавливается песенно-музыкальная культура. Работа сегодняшняя – задел на будущее. Ежели начнется 22 век, и кто-нибудь еще скажет, вот я ингерманландский финн, я минасан пуга суома, я осан. Это будет здорово. Мы не зря живем. Тем временем Юханус подошел к своей кульминации – возгоранию высокого костра. В Ингерманландии и у финнов жгут костры 2 раза. Их жгут, когда Масленицу сжигают плохое, уходит зима. И это как раз в православной традиции, в русской традиции тоже есть. И на Иванову ночь тоже. Это древний праздник, языческий. Проходил в день летнего солнцестояния, в пору, когда завершались посевные работы и можно было отдохнуть перед новыми заботами. Это время торжества сил природы и колдовства. С приходом христианства этот праздник совпал с Рождеством Иоанна Крестителя и стал называться Юханус. Очень важно понимать, что культура, она непрерывна. Она не разделяется ни христианство, ни христианство. Вот очень хорошо сказал Арва Сурова, наш священник лютеранский, что народ живет, когда он похож как на свечу. Вот свеча – это сама свеча, основание свечи – это народ. В центре находящаяся нить – это культура. И горящее сверху пламя – это духовное верование народа. Это душа народа, это вера народа. Если все это вместе, то тогда народ живет. Юханус. Вопреки перипетиям истории, здесь ежегодно собираются те, кто мог бы уже и не знать или не помнить, кто они есть. Кто мог бы петь иные песни и рассказывать другие истории. Пламя взмылось ввысь, объединяя землю и небо. В хороводе сомкнулось кольцо, нить времени соединила поколения. И последние всполохи костра осветили путь помнящим и верящим. Верящим в то, что их дети научатся варить овсяный кисель и ткать. Внуки дальше других кидать финский сапог. А правнуки будут гордо называть себя ингерманландцами.